О развитии малого и среднего бизнеса в Республике Башкортостан поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Анна Рафикова, руководитель сети салонов красоты. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада приветствовать вас в студии, тем более бизнес-леди, которая может сегодня поделиться своим опытом развития бизнеса. А в наше время интересно, как мы с вами уже обсудили, это будет важно поделиться своим опытом. Расскажите, у нас в принципе и в России, и в частности в Башкортостане есть меры поддержки малого бизнеса. Это и льготное кредитование, и налоговые каникулы. Вот какими преференциями вы сумели воспользоваться при строительстве своего бизнеса? Ну, наверное, одна из самых главных поддержек, которая дала нам государство, это случилось в такой самый непростой для бизнеса время, это когда была пандемия, и тогда как раз-таки для бьюти-салонов предлагалось кредитование под очень маленький процент, по-моему, под 2%. Нам выдали кредит, господдержку, которую мы могли отдавать, и на тот период времени мы существовали 4 года, и был переломный момент. И эта поддержка нам очень сильно помогла. Она дала нам возможность в кризис расшириться, и мы переехали в другой салон. У нас был 60 квадратов, а мы переехали в салон на 140 квадратов. Какие еще, как вы думаете, вот меры поддержки уже сегодня, когда мы пережили пандемию, да, когда у нас еще какие-то испытания были сегодня, помогли бы для развития бизнеса? Но я думаю, кредитование подобного рода, оно бы тоже помогло. В нашем случае сейчас очень хорошо поддерживаются начинающие предприниматели, молодые предприниматели, которые начинают, для них все эти условия предоставлены. Для нас же, как мы уже как действующие, существующие, да, для нас немного другие условия, но в принципе всегда возможность такое взять инвестиции под небольшой процент, это было бы для расширения, для покупки нового оборудования, для расширения бизнеса было бы удобно. Если в целом говорить именно о вашем направлении, да, бьюти-индустрии, вот во времена санкций вы тоже испытали на себе, да, я так полагаю, безусловно, вот эти вот ограничения. Как это сказалось и вот какой вы выход нашли из этой ситуации? Ну, в первую очередь, слава богу, так случилось, что один из наших главных партнеров, который предоставлял косметику, на которой мы работали, он остался в России, то есть не было его ухода, и получается, мы остались главным партнером, с тем, с кем работали многие годы. Но помимо этого, безусловно, вот уже где-то 1,5 года мы, как это говорится, начинаем импортозамещение. И поэтому мы уже переходим ищем продукцию, которая производится в России, смотрим, чтобы не было сложной логистики, потому что логистика, она тоже дает дополнительные надбавки для бизнеса, которые недопустимы в наше время сейчас. Поэтому мы рассматриваем российское производство. Вот интересно, очень многие, и в косметологии есть такое направление, да, есть пилинги, которые разработаны уже учеными в Сколково. А вот что вы рассматриваете? Ну, наверное, давайте не буду секретничать, тогда уже скажу о том, что мы сейчас очень серьезно рассматриваем направление производства собственной косметики. Здесь, в Уфе, мы уже очень долго искали производство, на котором можно было делать те объемы с теми запросами, которые у нас есть, потому что все-таки у нас парикмахерское искусство, это понятно, что это шампуни, кондиционеры, маски, это же также краски для волос, чтобы производство могло справиться с этой задачей, и мы нашли их в Уфе, и поэтому мы уже планируем в этом году, дай бог, производить собственную косметику для волос. Слушайте, это такая амбициозная цель. Правда? Ну да, потому что на самом деле это очень смелое решение, когда очень многие предприниматели говорят о том, что сложно, невозможно, а вы говорите о том, что вы вообще хотите запустить собственную линейку, тем более вот сейчас. И то есть вы что же, наверное, как-то предполагаете, в чем ее особенность будет, индивидуальность? Но я не буду говорить, что это легко. Это все-таки действительно сложно, потому что мы, наверное, из-за того, что уже много лет в этом бизнесе, мы понимаем специфику, и мы хотим производить собственную косметику. И самое главное, находить... Ну, давайте так, у нас нет другого выхода. Потому что в связи с некоторыми изменениями, последними налоговыми изменениями, для того, чтобы мы смогли сосуществовать, выживать, расти, развиваться и
Расширяться, в том числе, одна из наших главных задач – это уменьшение издержек. А как, покупая за границей, опять-таки, я же как говорю, логистика и так далее, мы понимаем, что мы просто отдаем деньги, ну, вот, на дорогу и так далее. Вот, и сейчас поэтому мы поняли, что, да, сложно, но это нужно делать, и это нужно делать именно сейчас, для того, чтобы иметь возможность для дальнейшего развития. Причем вы понимаете, да, что у вас же есть одна планка, и ниже уже вы, видимо, по качеству работать не можете. Нет, мы долгое время работали с итальянскими брендами, но тут есть как плюсы, так и минусы. Мы же с ними работали, мы же понимаем, какая продукция срабатывает, какие компоненты хорошо действуют, а какие просто маркетинговые какие-то там ходы. Вот, поэтому у нас тоже есть, как сказать, накопленный опыт в этом. Анна, расскажите, сейчас практически во всех отраслях, ну, очень во многих, да, не будем говорить во всех, есть кадровый вопрос. Как вы его решаете? Есть он у вас? Конечно, безусловно, бьюти-индустрия, и это как раз-таки самый главный вопрос, это люди. Потому что у нас работают люди для людей, да, то есть мы прям максимально про людей, и поначалу мы, конечно, искали, просто ходили на выпускные колледжи, во все колледжи ходили, сидели на выпускных экзаменах, раздавали вакансии. Но сейчас мы уже вышли на тот уровень, что при приеме на работу наши специалисты, которых мы обучали, отправляли в Москву, в Петербург, за границу отправляли, они уже могут обучать вновь пришедших. И поэтому мы можем набирать людей, которые хотят в этом работать, но мы можем дать им уже внутри компании полное обучение. То есть вы еще и внутри обучаете? Да, безусловно. Сейчас очень многие используют искусственный интеллект. Да. Применяете? Да, мы применяем искусственный интеллект, мы очень любим этот инструмент, но в основном мы его используем, знаете, в такой операционной работе, в аналитике, в построении финансовых моделей, то есть там, где нужно чуть больше, не знаю, умственных возможностей, мы его используем. В работе с клиентами мы все-таки решили оставить вот этот контакт человека с человеком, когда напрямую все-таки здесь нельзя уходить в какую-то роботизированность, и наши специалисты могут учитывать больше и больше профессиональнее. И всегда люди открываются человеку лучше, чем при работе с интеллектом. Расскажите, как удается выдержать конкуренцию, потому что я, конечно, говорю о том, что бизнесу сейчас непросто, но тем не менее, салон красоты есть, и конкуренция есть. Вот как выдерживаете, на что делаете ставку? Ну, наверное, здесь тоже есть такая специфика в бьюти-салонах. Наверное, вы обращали внимание, что салоны красоты, вы можете ехать по улице, и вот здесь открылся салон красоты, здесь открылся салон красоты. Они очень часто открываются, потому что думают, что салоны красоты открыть, ну, несложно и легко и так далее. Но если вы через полгода проедете по этой же улице, вы можете увидеть, что там салон красоты закрылся, там салон красоты закрылся. То есть, к сожалению, здесь в нашем бизнесе очень большой момент открытия, и вот, знаете, есть такой период год. Вот если год салон красоты продержался, значит, он будет, скорее всего, существовать. Если не продержался, то он просто закроется. Ну, наверное, нужно сказать о том, что мы уже на рынке 10 лет. Мы работаем 10 лет, и жители города Уфы нас выбирают, и мы делаем для них все возможное. И вот этот вот, возможно, принцип того, что sisters есть всегда, мы на это опираемся для того, чтобы существовать, и про нас знали все больше и больше людей. Что бы вы посоветовали тем, кто, может быть, начинает? Начинает именно что? Начинает свою предпринимательскую деятельность в этой сфере. Ну вот, я, конечно, понимаю, что вы сейчас совет своего рода конкурентам дадите, но тем не менее. Нет, это мы всегда, когда даже мы начинали, мы ходили к руководителям других салонов, спрашивали, а как у вас? Потому что мы все-таки за здоровую конкуренцию, потому что если мы будем объединяться, то мы можем усиливать друг друга, то есть это же рынок услуг, мы можем помогать друг другу, говорить там, где качественные, некачественные там поставщики и так далее. То есть, когда такая работа, это денег хватит всем. Все смогут заработать, если только захотят это сделать. Начинающим нужно действительно любить это дело, но и понимать, что это не так легко. То есть все-таки не покупаться на то, что бизнес открыть легко, развивать, продолжать. Вот здесь нужны умения предпринимательские. Готовы расширяться дальше, как думаете? Да.
Да, вот, ну, как я уже озвучила, у нас есть план как раз-таки по созданию собственной косметики. Это наше приоритетное направление, и после этого, я думаю, как раз-таки нам это очень сильно финансово поможет в нашей деятельности. И, конечно, мы планируем расширяться, нам очень нравится эта работа, мы ею болеем, наша команда ею болеет, так что это, да, наша задача. Если бы не именно эта индустрия, в каком направлении вы могли бы реализоваться? Вот просто мне кажется, что вы со своим опытом сейчас можете и в другом направлении как-то себя реализовать. Вот я думала, на самом деле, вот когда я заходила, бизнес, он в любом случае есть определенные правила построения бизнеса. Будет это кафе, будет это салон красоты, будет это, я не знаю, ну что-нибудь там, коворкинг или еще какие-то вещи, то в принципе они плюс-минус одинаковые. Просто нужно иметь вот желание нести ответственность, развиваться, и тогда все получится. Но когда-то я думала, что если бы не это, я, наверное, была бы дизайнером, возможно, дизайнером интерьеров. Спасибо огромное, Анна, что вы пришли сегодня к нам в студию, поделились своим опытом и рассказали о том, вот знаете, вы так легко рассказываете, что уже кажется, да, что кажется, что начать бизнес и развивать его, а уж выстоять на рынке 10 лет, это проще простого. Ну, вы знаете, вот все-таки хочу сказать, что в связи с изменениями последнего налогового законодательства в октябре этого года нам пришлось очень нелегко. То есть это все-таки даже для нас, тех, кто был в бизнесе 10 лет, было достаточно сложно. Нам пришлось полностью пересмотреть свою финансовую модель, по которой мы жили. Поэтому, но сейчас мы уже начали, мы знаем, что нужно делать. Ну, то есть сюда вложен большой труд. Вот. Спасибо огромное. Да. Пожалуйста. Это была программа интервью. На наши вопросы отвечала Анна Рафикова, руководитель сети салонов красоты. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.